Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане состоится предновогодний концерт с участием звезд зарубежной эстрады. В начале 2024 года в Ашхабаде пройдет заседание Туркмено-Российской межправкомиссии и другие новости. В спортивном комплексе зимних видов спорта в Ашхабаде пройдут предновогодние концерты с участием звезд зарубежной эстрады. 24 декабря почетным гостем мероприятия станет популярный иранский певец туркменского происхождения Эмин Рассен. 25 декабря праздничный концерт дадут турецкие звезды Бурак Булут и Куртулуш Кушу. 26 декабря на арене Ашхабадского комплекса выступят звезды российской эстрады Нюша и Ольга Шультайс. Очередное заседание межправительственной туркмено-российской комиссии состоится в Ашхабаде в начале 2024 года. На повестку дня форума вынесут широкий круг вопросов, которые связаны с реализацией потенциала туркмено-российского сотрудничества в экономической и научно-образовательной сферах. Ашхабадские праздничные ярмарки радуют обилием сельскохозяйственной и продовольственной продукции, новогодних сувениров и украшений. Ощущение праздника создает и новогоднее убранство улиц, парков и скверов Ашхабада с фотозонами и инсталляциями в национальном стиле. А с наступлением вечера туркменская столица превращается в настоящую сказку. В торговых центрах и государственных магазинах открыты специальные секции и отделы с новогодним ассортиментом. В эти дни многолюдно и оживленно во всех рынках страны. Потепление до плюс 22 градусов ожидается в Ашхабаде на этих выходных 23-24 декабря. Если в пятницу максимальная температура днем будет на уровне плюс 13 градусов, то уже в субботу воздух прогреется до плюс 20 градусов. При этом среднесуточная температура будет в пределах плюс 13 градусов. Русский язык остается в Туркменистане важным инструментом межнационального общения. Родным его считают около 12% населения страны. А в той или иной степени им владеют как люди старшего поколения, так и молодежь. Во многих школах Туркменистана есть классы с обучением на русском языке. Он изучается и в ведущих вузах страны, а также на многочисленных курсах. Стамбул попал в список 50 лучших мест для путешествий в 2024 году и был рекомендован как одно из перспективных направлений для поездок в следующем году. Яркая атмосфера города и его символические достопримечательности дарят гостям незабываемые впечатления. Современный облик Стамбула, сочетающий прошлое и настоящее на двух континентах, позволил городу попасть в топ лучших направлений для путешествий в категории «Великолепные городские впечатления». По данным британской исследовательской компании OAG, маршрут перелета между двумя крупнейшими городами Юго-Восточной Азии – Сингапуром и Куала-Лумпуром – стал самым загруженным в мире в 2023 году. В уходящем году по этому маршруту было доступно 4,9 миллиона кресел, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте в рейтинге самых загруженных авиамаршрутов мира расположился рейс Каир-Джеда, а на третьем – Гонконг-Тайвань. В Ашхабадском олимпийском водно-спортивном комплексе стартовал Кубок Туркменистана по плаванию. По итогам 4 соревновательных дней судьи определят лучших в дисциплинах плавания на спине, вольным стилем, брасом, баттерфляем и эстафета. В борьбу за награды вступили около 150 спортсменов. В первый соревновательный день в острой борьбе прошел финал на 50 метров вольным стилем. Здесь первой финишировала Анастасия Моргенштерн. Среди мужчин на этой дистанции первым стал Муса Джалаев. На 400-метровой дистанции вольным стилем лучшее время среди девушек в финальном заплыве показала Валерия Миренская. А среди мужчин на этой дистанции первым стал Кемал Османов. Соревнования продолжаются. Национальная федерация электронного спорта Туркменистана и компания Aurora Gaming объявили о партнерстве. В рамках нового сотрудничества планируется совместная разработка плана развития и внедрения киберспорта в образовательные учреждения Туркменистана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.